И прочитаем, наверное, одну заметку имама Ибн Кайма, рахимахуллаху тааля. Он говорит: «Аль-усулю иля аль-матлуб мавкуфун аля хаджри аль-аваид ва кат'и аль-аваик валь-алаик». Он говорит, человек, который хочет достигнуть цели, он должен оставить стереотипы и должен, то есть, отречься от всех преград и от всех, то есть, связей, то есть связей не с Аллахом табарака тааля. То есть, если ты хочешь достичь великой цели, рая Аллаха табарака тааля, довольствия Аллаха табарака тааля, то ты должен оставить стереотипы, не должен считаться с мнением людей, да? То есть, если оно противоречит истине, конечно же, да? И должен оставить преграды, и он объяснит, что такое преграды, и связи с людьми, да? Он говорит, относительно аваид, что такое стереотипы? Он говорит, ас-сукун иля да'ати ва-рахати ва ма'алифаху нас ва атадуху мин ар-русуми валь-ауда. Это то, к чему привыкли люди. Да? Это стереотипы, то, что считается нормой в современном обществе, говорит. Аллати джа'алуха биманзилати шар'и аль-муттаба. И они делают эти стереотипы и эти обычаи как шариат, за которым надо следовать. Как будто это религия, за которой надо следовать. Если ты не следуешь за этими стереотипами, за этими обычаями, то ты ненормальный. Да? Ибн Кайим говорит, даже эти стереотипы, обычаи у них более выше, чем шариат, говорит. Шариат и религия Аллаха табарака. فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. Так как люди порицают других за то, что они выходят из этих стереотипов и понятий и обычаи, или противоречат им, сильнее, нежели порицают тех, которые противоречат ясным, явным доводам из Корана и Сунны. Да? وَرُبَّمَا كَفَّرُوهُ. И даже доходит до того, что они говорят, все, ты не мусульманин, если ты противоречишь их стереотипам, которые они поставили. «Аубаддауху», либо обвиняют в том, что они нововведенцы. То есть человек, когда придерживается сунны, они привыкли своим какие-то стереотипы у них, какие-то обычаи и так далее, они к этому привыкли. Когда ты не придерживаешься этих стереотипов и придерживаешься сунны, они тебя обвиняют в неверии, отлучают от ислама, либо же отлучают от сунны, говорят, что ты нововведенец. Да? Обвиняют в том, что он заблудший, да? Экстремист, радикал, да? И начинают бойкотировать его и наказывают его за то, что он не делает так, как они делают. Не следует по их страстям. И ради этих обычаев, и ради этих стереотипов они умертвляют сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Готовы оставить сунну. Да? Говорит, да? И ставят эти стереотипы вровень с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Да? То есть их любовь и их ненависть, их симпатия и антипатия не связаны с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, с его приказами, да, с его действиями. Однако их любовь и непричастность, она связана с этими обычаями и с этими стереотипами. Поэтому хорошее, что такое хорошее? Это то, что соответствует нашим обычаям. А что такое плохое? Это все, что противоречит нашим обычаям. Да? وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة, говорит, да? И эти стереотипы, они преобладают. То есть это не только простой народ, смотрите, преобладают над всеми категориями людей, говорит. Из царей, из правителей, из фукаха, даже ученых. Да, есть ученые, то есть, допустим, есть же те, кто по нашему масхаву, за ним намаз не читает, да? Вот. Если на обычные носки делаешь масх, мы за тобой намаз не будем читать. Да? Это же то же самое. То есть он считает, что намаз его не принимается. Не принимается. Ну, кто он тогда? Он мусульманин вообще, не мусульманин у тебя. Да? И то есть подобные стереотипы, подобные, они преобладают над учеными, над суфистами, да, и разными категориями людей, и даже у обычных людей есть свои стереотипы, за которыми они следуют, и если ты не идешь по этим стереотипам, тогда ты считаешься заблудшим.
فَرُبِّيَ فِيهَا الصَّغِيرُ وَنَشَأَ عَلَيْهَا الْكَبِيرُ وَاتُّخِذَتْ سَنَنًا, говорит, да? Поэтому маленький воспитывается на этих стереотипах у них, большой вырастает на этих стереотипах, да, кто постарше говорит, и они превращаются уже в сунну у них. Бальхия а'заму инда асхабиха мина сунан. Даже эти стереотипы больше для них и величественнее для них, нежели сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма. Валь вакифу ма'аха махбус валь мутакайяду биха мункати'ун, да? Поэтому тот, который следует за ними, он их друг, да? А тот, который не хочет, то они обрывают его полностью, да? Амма бихаль мусаб ва худжира ли аджлиха суннату валь китаб, говорит. И беда, то есть она полностью сейчас, вот эта вот беда, она поглощает людей, говорит, и ради этого люди оставляют сунну и писание Аллаха табарака ва тааля. Ман истансара биха фахуа инда Аллахи махзуль ва ман иктада биха дуна китабиллахи ва суннати расулихи саллаллаху алейхи ва саллама фахуа инда Аллахи гайру махбуль, да? То есть это у людей. А у Аллаха как? Тот, который хочет победы через эти стереотипы, то Аллах не дает ему победу. А тот, который следует за этим путем, оставляя книгу Аллаха и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах такого человека не принимает. Да? То есть у людей он хороший, а у Аллаха он не такой. وهذا أعظم الحجب والموادع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Это, говорит, самая великая преграда, которая ограждает человека от Аллаха и его посланника. Да, вот эти вот стереотипы, да. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطن. То есть, чтобы достичь великой цели, рая, довольствия Аллаха табарака ва тааля, эти стереотипы человек должен оставить, говорит Ибн Кайим. Следующее, что должен человек оставить, это ауаик. Что такое ауаик? Это преграды на пути к Аллаху, да? И что это такое? Это все грехи, которые человек совершает. Пускай это будут явные грехи или скрытые. فَإِنَّهَا تَعُوقُ الْقَلْبَ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ وَتَقْطَعُ عَلَيْهَا طَرِيقَهُ. Почему? Потому что эти грехи, они становятся преградой между сердцем человека и между шествием к Аллаху Всевышнему, да? И останавливают его на пути. Он не может достичь до Аллаха и до его довольствия, да? وَهِيَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ. И что это такое? Это три вещи, три категории. Это ширкун, это политеизм, это когда человек предает Аллаху сотоварищей, да, поклоняется кому-то наряду с Аллахом, вызывает кому-то наряду с Аллахом, уповает на кого-то наряду с Аллахом, боится страхом поклонения кого-то помимо Аллаха табарака ва тааля, и другие посвящает любые поклонения, виды поклонения не Аллаху табарака ва тааля. Это обрывает человека полностью от пути и от шествия к Аллаху Всевышнему, к его удовольствию и к его раю. Да? Второе – это бид'a. Это нововведение. Это все то, чем человек пытается достичь довольствия Аллаха табарака ва тааля, но однако не узаконил этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Да? То есть это все виды поклонений, которыми человек хочет найти довольствие Аллаха табарака ва тааля, но в этом нет указания в сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Да? И третье – это ма'сия, это грехи, говорит Ибн Кайим, это грехи. Фаязулю а'iку ширки битаджриди таухид. Преграду ширка, политеизма мы можем удалить посредством чистого таухида, монотеизма, единобожия. Ва а'икуль бид'a битахкики сунна. Преграду бид'a, нововведение, мы убираем посредством того, что мы воплощаем сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ва а'икуль ма'сия битасхихи ат-тауба. А грех, преграду греха мы убираем чем? Правильным покаянием. وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة, говорит. И человек не встретит эти преграды, говорит, то есть когда человек встречает эти преграды, он не встретит эти преграды, пока он не выйдет на путь к Аллаху. Пока, то есть, ты не выйдешь сам на путь к Аллаху табарака ва тааля, не начнешь поклоняться Аллаху табарака ва тааля, ты не увидишь эти преграды, как будто их нету. Как только ты выходишь на этот путь, на путь к раю, на путь к довольствию Аллаха табарака ва тааля, ты начинаешь видеть эти преграды. И тебе придется бороться с ними, для того, чтобы достичь своей великой цели. فَحِينَ إِذٍ تَظْهُرُ لَهُ هَذِهِ الْعَوَائِقْ وَيُحِسُّ
بتعويقها له بحسن قوة سيره وتجرده للسفر. То есть тогда он почувствует эти преграды, да, и то, что они его как сдерживают от этого шествия к Аллаху Табарака ва Тааля. وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوائمها وقواطعها كوامنها وقواطعها, говорит, да. А если человек просто сидит, не хочет поклоняться Аллаху Табарака ва Тааля, он не увидит эти преграды, говорит. И следующее, то, что человек должен, от чего должен отказаться для того, чтобы достичь великой цели, это аль-аляик, это связь. Что такое связь? Ибн Кайим говорит: «Уамма аль-аляик, фахия куллу ма تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس وتعلق بهم». Что такое связь? Это то, чему привязывается сердце человека, то есть все то, к чему привязывается сердце человека, помимо самого Аллаха и помимо его посланника, саллаллаху алейхи вассаляма, из блаженств этой мирской жизни, из пристрастий, из любви к главенству, к авторитету, из вот это вот нахождение, да, в компании с людьми и привязывание сердца к ним, говорит. ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوة تعلق بالمطلوب الأعلى. И говорит, и человек, он не сможет эти три вещи оставить, пока его связь с великой целью, это удовольствие Аллаха Табарака ва Тааля, не будет очень сильной. Да? Если ты действительно хочешь достичь удовольствия Аллаха Табарака ва Тааля, только тогда ты сможешь отречься от этих трех, говорит. وَإِلَّا فَقَطْعُهَا عَلَيْهِ بِدُونِ تَعَلُّقِهِ بِمَطْلُوبِهِ مُمْتَنِعٌ. Поэтому человек эти три вещи, невозможно, чтобы он оставил их, если он не свяжет свое сердце с Аллахом Всевышним. فَإِنَّ النَّفْسَ لَا تَتْرُكُ مَأْلُوفَهَا وَمَحْبُوبَهَا إِلَّا لِمَحْبُوبٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْهُ وَآثَرَ عِنْدَهَا مِنْهُ. Да? Почему? Потому что душа человека, она такая. Она не хочет выходить из зоны комфорта. Да? Вот, удобно вот так вот сидеть. Это зона комфорта. Да? Ты к этому привык. Да? Ты не покидаешь свою зону комфорта, пока только ради чего? Ради того, что более любимый тебе. Да? Ради того, что более предпочтительнее тебе, нежели вот этот комфорт. Да? Это Аллах Табарака ва Тааля. وَكُلَّمَا قَوْيَ تَعَلُّقُهُ بِمَطْلُوبِهِ ضَعُفَ تَعَلُّقُهُ بِغَيْرِهِ. Поэтому, чем сильнее твоя связь с твоей целью, то есть с Аллахом Табарака ва Тааля, тем слабее твоя связь с тем, что помимо него. وَكَذَا بِالْعَكْسِ. И точно самое наоборот. Чем слабее связь с Аллахом, тем сильнее связь с тем, кто помимо него. Да? وَالتَّعَلُّقُ بِالْمَطْلُوبِ هُوَ شِدَّةُ الرَّغْبَةِ فِيهِ وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ وَشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ, говорит. А что такое связь с твоей целью? Это сильное стремление к нему. Да? А как может появиться эта сильная связь? Она зависит от твоего познания. Знаешь ли ты свою цель, то есть Аллаха Табарака ва Тааля, да? И насколько эта цель для тебя любимее и предпочтительная в твоем сердце. Баракаллаху фикум. На этом сегодня все. Аллаху а'алям. Ва саллаллаху аля набийна Мухаммад.